sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Здравствуйте, это Урмас-От? Да. Можно задать вам несколько вопросов? Простите, я не даю интервью. Я вообще скучный и неинтересный человек. Все, что хотел, я давно уже сказал в своих передачах. Добрый вечер. Меня зовут Урмас-От. Я ведущий и редактор серии передач эстонского телевидения «Телевизионное знакомство». Иосиф Давыдович, сейчас в последние годы все московские знаменитости, тем более такие богатые люди, как вы, они безумно боятся рекеттеров, воровство. Вы живете в роскошных условиях, тут в тишине, в центре Москвы. Вы никого не боитесь? Это был шок, это был фурор. Это был абсолютно человек интервью номер один. Но вы наверняка знаете, что многие люди думают, что вот Никита Сергеевич Михалков, он такой плейбой советский, такого международного класса. Он сразу мне понравился. Понравился своим обаянием, какой-то нестандартностью поведения. Вы не курите? Я бросил. Да. Вот уже 15 дней, как я не курю. Хотя курил довольно долго, но однажды бросал 4,5 года. 15 дней или 15 дней. Дней? Что вы говорите? Курите, пожалуйста, если это вам, по душе. Вы ни в коем случае не будете? Нет, не буду. Я никогда не видел, как вы курите. Да? Да. Ну, пожалуйста, давайте я вам покажу, как я это делаю. Да? Но потом, тем не менее, все-таки, да, вот сейчас уже у меня в доме уже насторожились, а я не буду затягиваться. Я даже не думал, что вы курите. Я уже породил одну формулировку, которая называется «нежный потрошитель». Программа «Телевизионное знакомство» выходила в нашей стране 7 сезонов подряд. За это время ее ведущий Урмас-От из неизвестного эстонского журналиста превратился в настоящего телеснайпера, блестящего короля эфира. И только у самого Урмаса-Отта никому не удалось взять откровенное интервью. Год назад короля не стало. Он ушел слишком рано, оставив о себе немало загадок и вопросов. Почему известный телеведущий так внезапно пропал с российских экранов? Почему в собственной стране оказался королем в изгнании? И почему финал его жизни был столь трагичен? Вы хотите знать, кто такой Урмас-От? Я простой сельский парень. Вам нужны подробности? Об этом вам лучше спросить у моей мамочки. Но ни мать Урмаса, ни его сестра Карин Бахман не дают о нем интервью. Слишком мало времени прошло после смерти сына и брата, считают они, чтобы позволить говорить об этом. Двери дома на улице Мунаняя, где живет 77-летняя Элен Касамец, и где родился Урмас-От, редко отворяются для гостей, тем более для журналистов из России. На окнах всегда плотные жалюзи. Я однажды спросила Урмаса: ты много рассказывала о своей матери, о сестре, но ты никогда не говорила о своем отце. Почему? Урмас, тогда он еще курил, поднялся, пошел за пепельницей. А что мне говорить? Он умер. И все. Я буду жалеть до конца жизни, что коснулась этого вопроса. Эта тема была ему неприятна. Партийный чиновник Ильмар Палусо не успеет оставить в судьбе сына заметный след. Он довольно рано уйдет из жизни. А мать Урмаса постарается сделать все, чтобы связь с этим человеком так и осталась ее личной тайной. Когда в доме появится отчим, механик автобазы, его отношения с Урмасом не сложатся с первых дней.
Почему? Вопрос тоже останется без ответа. Неподалеку от дома Урмаса красивейшее озеро Пюхаярв, в переводе с эстонского «святое». Здесь Урмас купался с друзьями, назначал свидания девушкам. Сюда, в Этепя, уютный международный лыжный курорт, он приезжал, когда ему было особенно плохо. Отепе чудесный город. Я думаю почему-то, что Урмас Отепе и эту природу, которая окружила эту городу, и Пюхаярв, наше озеро. Нас, наверное, и соединил вот то, что у нас одной родной город, это было то, что это была такая ниточка, такая связь. Потому что люди, которые уже познакомились в детстве, знают друг друга от того времени, у них просто какая-то связь. Будущая эстонская певица Марju Lännik училась с Урмасом в одной школе. Уже тогда он выделялся не только внешностью и ростом, но и характером, желанием быть не таким, как все. Урмас поссорился с преподавателем по трудовому обучению. Сказал: «Я не собираюсь быть трактористом», и перестал ходить на занятия. Потом отказался учить немецкий язык, который ему плохо давался. Потом начались проблемы с математикой, физикой. Урмас учил только то, что ему нравилось: эстонский язык, литературу, и хорошо писал стихи. После очередного конфликта, теперь уже с учителем химии, Урмас сам себя исключит из средней школы. Заберет документы и отнесет их в вечернюю, благо она окажется в том же здании. Окончит 11 класс, получит диплом. Затем успешно сдаст экзамены в Таллинский художественный институт, но на первой же сессии получит 2 по актерскому мастерству. Урмас ляжет на пол и поползет, изображая тюленя на лежбище. Его отчислят за профнепригодность. Через год Урмас поступит в Таллинский пединститут на факультет режиссера массовых зрелищ, но и там начнутся проблемы. Я был знаком с ректором пединститута. Однажды он позвонил и сказал: «У нас учится такой студент, Урмас От. У него плохие отношения почти со всеми преподавателями. Мы хотим его отчислить». Я упросил ректора этого не делать, сказал, что Урмас способный человек, не надо его отчислять, ему надо помочь. И его не выгнали. Самолюбивый, закомплексованный, тщеславный. Такую нелестную характеристику дадут Урмасу Отту школьные учителя и институтские преподаватели. Но для самого Отто важнее будет оценка его матери, бухгалтера Элен Касимец, дамы с прямой спиной. Она захочет для своего сына особенной судьбы, чтобы писал диссертации, изучал языки. Урмас и тут все сделает по-своему, но в самом главном ожидание матери оправдает, станет известным и знаменитым. Пройдет несколько лет, и судьба снова сведет бывших одноклассников Урмаса и Марju Lännik на эстонском телевидении. Марju придет на запись эстонской группы «Витамин». Начинающий диктор Урмас От случайно заглянет в студию. Марju в шутку предложит: «Давай споем вместе». И Урмас, который никогда до этого не пел, согласится. Мы записали вот тогда одну песню вместе. Это был дикторский вальс. Ja kui tarvis, kui on vaja, diktor tantsib kogu aja. Läbi prožektori sära, libiseb luigena ära. Sest kui tarvis, kui on vaja, diktor tantsib kogu aja. На этой записи Урмасу 30 лет. Слава, известность – все еще впереди. Позади сплошные разочарования и неудачи. Хотел стать актером – не стал. Режиссера из Урмаса тоже не получилось. С дипломом пединститута его не возьмут ни в один приличный театр. Остается последний шанс – ЭТВ, эстонское телевидение. И здесь Урмас уже никому не позволит делать из себя тюленя или гадкого утенка.
Я, слава богу, отказался от мысли связать свою жизнь с театром и стать актером. Я думаю, что быть актером не великое искусство. Актеров, от которых не остается в памяти ничего, даже имени на мраморной доске, больше, чем звезд на небе. Урмас выберет для себя иную судьбу. Он придумает такой проект, который в случае успеха даст ему полный карт-бланш не только здесь, на ЭТВ, но и там, в Союзе, на престижном центральном телевидении. Так появится идея телевизионного знакомства. Урмас решится на отчаянный шаг. Пригласит на запись первой программы саму Людмилу Гурченко. Гурченко потом говорила, что она вышла из самолета, и там стоял этот наглый блондин с голубыми глазами, и ей вспомнилось, что он несколько раз очень нагло у него попросила интервью в Москве, и она каждый раз отказалась. Она сказала, что она даже думала, что повернется и уходит. Но Гурченко не повернулась и не ушла. Вы без сахара? Я уже положила. Понятно. Летом 1986 года первая программа телевизионного знакомства будет записана в Таллине. Ой, это нехорошо, моя серьга. Мне очень красивые серьги, я не могу себе позволить, чтобы они упали. Копию покажут руководству центрального телевидения. Там посмотрят и ахнут. Это же настоящая бомба. Сенсация. Урмаса срочно вызовут в Москву. Мы с ним повидались, он мне чрезвычайно понравился изначально. И как он мог не нравиться? Импозантный. От него всегда какими-то французскими, но не духами, а нечто таким. Очень воспитанный человек. С Урмасом подпишут договор сразу на несколько программ. После эфира первого же телевизионного знакомства о новом ведущем заговорит вся страна. До Урмаса Отто с известными и уважаемыми людьми так откровенно еще никто не разговаривал. Надеюсь, что вы не обижаетесь на наши вопросы, которые все интересуются с вашей жизни и в личном плане, и в кинематографе. Я не буду обижаться. Понятно. Ну что ж, начнем сначала. Вы родились в 1935 году, 12 ноября, в городе Харькове. Какая была вообще ваша семья и, так сказать, ваши первые вообще воспоминания о жизни своей? Я сейчас опомнюсь. Да, значит, вы все знаете, значит, вам все понятно, значит, все ясно, сколько лет и все такое, значит, пойдем по прямой дороге. Это был шок, это был фурор. Это был абсолютно человек интервью номер один. Это было гораздо лучше, чем все, что вот происходило в этом жанре на нашем экране. Но при этом надо понимать, что здесь всегда очень любили акцент. И когда Эдита Пьеха очень долго пела с акцентом, и когда там какие-нибудь там французы пытались что-то исполнить по-русски, это всегда русская публика млела. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед, в нашем доме поселился замечательный. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Я уже породил одну формулировку, которая называется «нежный потрошитель». Какой рецепт вашей молодости? Профессия моя. Если я забуду на секунду, что я существую для зрителя, для людей, это плохо. Я должна всегда нести с экрана импульс жизни, молодость, оптимизм. Для этого я пришла в профессию. Позже выяснится, что этот человек имеет свой метод, отличный от всех. На советском телевидении той поры Урмас выглядел абсолютно западным ведущим. Свой имидж он собирал по кусочкам, специально отсматривая программы финского и шведского телевидения, копируя американцев Ларри Кинга и Фила Донахью. Простой сельский парень из эстонской провинции появится на экране в элегантном белом костюме с бабочкой. Потом к этому образу добавится еще несколько фирменных штучек. Добрый вечер. Меня зовут Урмас Отто. Он как бы флиртовал
с гостями, особенно женщинами. И, конечно, он был такой молодой, в белом пиджаке, такой красивый. Систему нежного потрошителя Урма-Суотта начнут изучать студенты журфаков. Вопрос, что Урма-Суотт делает перед самым началом интервью? Ответ. Он говорит, а я просто поворачиваюсь лицом к окну, спиной к присутствующим, и пусть думают, что я хам. Урмас. Я однажды сказала: «Урмас, понимаешь ли ты, как много тебе Бог дал? Внешность, рост, осанка, блестящий ум. Все у тебя есть. Ты можешь разговаривать и с президентом, и с танцором балета, и с политиком». «Отстань, Лундвер», — ответил он. «Я не знаю и половины вещей, но тогда, Урмас, я могу тебе аплодировать, потому что ты сумел так высоко подняться, что у всех остается впечатление, что ты все знаешь». Пройдет всего несколько лет, и уже в зените своей популярности и королевской славы Урмас снова запишет песню, но уже с другой певицей, Роксаной Бабаян, на телевизионном конкурсе «Песня года 89». Год и два и три, что ни говори, так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. Миллионы советских женщин прильнут в этот момент к экранам телевизоров и не смогут оторвать глаз от высокого стройного блондина с легким эстонским акцентом. Так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. Ведущая конкурса «Песня года» Ангелина Вовк на себе испытает неподражаемое обаяние и шарм Урма-Суотта. А ваши любимые блюда? Каша манная и икра черная. Неплохое сочетание. С ним было так всегда тепло, уютно, рядом. Как-то, знаете, его плечо было очень надежным. Когда он был рядом, я всегда чувствовала, что я нахожусь... Ну, не знаю, почему у меня возникало такое чувство, что я нахожусь в полной безопасности, я нахожусь под защитой. Красивый, холостой. Многим женщинам в то время Урмас казался очень выгодной партией. Он умел ухаживать, делать дамам комплименты, но женат был на своей работе. Однажды эстонский журналист попытается задать Урма-Суотту довольно откровенный вопрос в духе самого Урма-Суотта. «Скажите, кто вы на самом деле? Почему так одиноки?» Урмас ответит: «У меня большая и трушная семья. Очень понимающая жена, правда, старше меня на 15 лет. 2 детей, сейчас ждем 3-го. Теща и тесть, на дачном участке которых я с удовольствием кошу траву. У нас большая собака по кличке Ллойд Джордж». Конечно, это будет шутка в духе Урма-Суотта. И еще одна закрытая для обсуждения тема. Нам повезло отыскать первую любовь Урма-Суотта – Мерики Клюкин. Они познакомились на сцене Народного театра в Отепää. Вот здесь, в Дом культуры Отепää, здесь работал этот любительский театр под руководством Каллю Рувена. Почти ничего не изменилось. Все так же прекрасно, как и было. Вот на этой сцене Урма-Суотте, ему было, наверное, 16-17 лет. Он еще был школьник. Как он играл в спектакле «Спецлечебница», по-моему. Он играл там главную роль. Он вначале не очень хорошо справился с своей ролью. И тогда этот руководитель, Каллю Рувен, сказал, что даже медведи можно дрессировать так, что они будут плясать. А вот его никак. Никак. Ну, а я тут следила, смотрела эти репетиции, пробы и все. И тогда я подошла к нему и сказала: слушай, попробуем так. Там вот такая сцена, что начинай этот текст тихо. И вот как доходишь туда, что даже муха хочет жить, тогда кричи: даже муха хочет жить. Ну и на следующей репетиции он так и сделал.
После репетиции они встречались у озера Плюха-Яров. Вместе гуляли. Урмас читал Мерике свои стихи. И сейчас в ОТП нет места более привлекательного для влюбленных, чем это. И он влюбился с первого взгляда, к сожалению. К его сожалению. И у меня все время вот совесть меня мучит. Практически я испортила всю его жизнь за то, что я вообще существовала. После меня он уже не мог никого, не смог никого особенно. Хотя у него были там маленькие там романы, или как романсы, или как это сказать. Но не то. В сердце он всегда любил меня. Может, это чересчур мужской подход, но для меня в этой жизни главная моя профессия – работа. И, если угодно, карьера. Я не доверяю ничему другому, например, семейному счастью. Я не жажду ничего, чего у меня нет, и благодарю Бога за то, что у меня есть. Почти одновременно с телевизионным знакомством в эфир выходят программы «До и после полуночи» с Владимиром Молчановым. Добрый вечер. Не кажется ли вам, что в одном мы точно обогнали весь мир? И даже эмоциональным латиноамериканцам за нами в этом не угнаться. Ура! Мы стали самой говорливой страной мира. «Взгляд». Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Абсолютно разные ведущие, разная стилистика передач, но они сразу завоевывают внимание зрителей. Самый популярный анекдот того времени. Сегодня четверг? Нет, сегодня «Взгляд». Значит, пятница. Сегодня мы начинаем нашу новую передачу. Это было время информационного прорыва, определенного интеллектуального, если говорить о Молчанове, эстетического прорыва. Но это было время больших людей. Это были расхрыстанные, как говорили уже в газетах, писали, расхрыстанные молодые люди, так сказать. Нет. Скорее, как Урмасот вел свои передачи Володя Молчанов «До и после полуночи». Он скорее, так сказать, был близок к нему по манере, я бы сказал, такой великосветской беседы. Мы все друг друга смотрели. У нас не было той конкуренции, которая есть на телевидении нынче, в последнее десятилетие. Вот, конкуренции вплоть до ненависти. Вот, нам не надо было поддерживать какие-то рейтинги. Нашими рейтингами были, в общем, зажженные окна, да, в стране. Никто не спал, когда мы работали. Героями телевизионного знакомства становятся Алла Пугачева, Никита Михалков, Марк Захаров, Генрих Боровик, Владислав Третьяк. Интерес к программе еще больше возрастает. Зрители ждут, кого на этот раз выберет своей мишенью Урмасот и с каким счетом закончится телевизионный поединок. Он тщательно выбирал своих собеседников и задавал им такие вопросы, которые, правда, на грани корректные. Все вопросы были корректные. Он не касался политики, он не касался сексуальной ориентации и, по-моему, не касался еще религии. А в остальном он был абсолютно непредсказуем. Вы человек очень опытный, и вы телеведущий очень опытный. С вами все такие известные шутки не пройдут. Почему, кстати говоря, вы перестали вести телевизионные передачи? Во-первых, у меня ощущение от беседы с вами, начавшейся, что я, конечно, иду по минному полю, поле напичкано противопехотными минами, и несмотря на ваш наивно-невинный облик ваших вопросов, они все равно таят в себе очень сложную информацию. Писатель и журналист Генрих Боровик, идя на передачу к талантливому телеснайперу, пообещает подарить ему свою книгу с дарственной надписью в конце интервью. Либо от пораженной мишени, либо от друга. Это избранное мое, вышедшее 1,5 года тому назад, я с удовольствием подарю их. Спасибо. Вы, мне кажется, половину, может быть, даже больше своей жизни прожили на Западе. Я думаю, что вы довольно хорошо адаптировались к западным роскошным человеческим условиям для всего народа. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас ощущаете себя у себя дома? Урмас, учитывая, что я человек более или менее известный, так сложилась жизнь, мое имя, естественно, как у каждого известного человека, окружено некоторым количеством легенд. Некоторые легенды доставляют мне удовольствие, некоторые просто глупые и пошлые. Генрих Аверьянович, вы всегда были в Центральном комитете
партии своим человеком. Значит, Урмас, дорогой, это вторая легенда, значит, которую, правда, я слышу впервые, никто мне не говорил, что я был свой человек в Центральном комитете. И третья, я надеюсь, легенда. Говорят, что вы по своему званию генерал-майор КГБ. Ой, ну вы принижаете меня. Ну, я хотя бы назвали бы, если уж легенда, то генерал-полковник. Интервью окончится, и Боровик действительно подарит Урмасу книгу. Но только почему-то без всякой дарственной надписи. Победил ли он меня? Я получил, ну, просто удовольствие от беседы с ним. Мне показалось, беседа была профессиональна. Урмас серьезно готовился к интервью. Ему было важно, как он сам говорил, взять в общении с собеседником правильную ноту. Урмас терпеть не мог фальши, но иногда он и сам заигрывался, сбивался. Как в случае с Евгением Евстигнеевым. Вдруг он спрашивает: а извините, пожалуйста, как здоровье вашей жены? И я вижу, что это лицо Евстигнеева как бы такое серым станет вдруг. И он говорит: извиняюсь, моя жена уже 2 года умерла. И были тоже и неприятные вещи. Например, был один эстонский профессор, который был во время интервью очень болен уже. И Урмас никак не смог его как бы открыть. И тогда он где-то сказал, что «а это правда, что у вас рак?» Всегда такой обаятельный, интеллигентный, Урмас не сразу заметит, как перейдет в своих программах опасную черту. Как из профессионального собеседника, блестящего короля интервью, превратится в циничного кукловода. Манипулятора, который играючи вывернет душу любого собеседника наизнанку, а затем повесит ее на гвоздик. Он гордился тем, что он коллекционирует лучших, наиболее известных людей. И ему интересно потрошить их в этой своей неусыпной жажде коллекционером быть замечательных людей. Он же почти признавался мне в этом. 41-м героем программы Урмаса Отто станет известный скрипач, руководитель камерного оркестра «Виртуоза Москвы» Владимир Спиваков. Об этом интервью случайно узнает Генрих Боровик и тут же предупредит Урмаса: будьте осторожны. Есть такое поверье: 41-й медведь обязательно порвет охотника. Я помню, как он вошел к нам в квартиру на улицу Неждановой, тогда она так называлась, это Брюсов переулок. Вошел, и первую фразу, которую он произнес, он сказал: «О, как вы хорошо живете здесь, господин Спиваков». Это считается роскошные условия. Я так считаю. Да. На этих условиях я ждал почти всю свою жизнь. Это квартира, которая, в общем-то, не была такой уж роскошной. Тем более, что спустя некоторое время, когда стали приходить в эту квартиру люди, то они с удивлением говорили: это что, вот в этой квартире Спиваков жил? Кровопролития не произойдет, и охотник, и 41-й медведь окажутся достойными противниками. Большой знаток классической музыки Урмас Отто попытается задать маэстро очень неудобные вопросы об эмиграции коллектива в Испанию. Ну, как вам выглядит родина вот там, в Испании? И получит блестящие ответы. Видите, это очень непростое чувство Родины. Это не только место, где родились мы все. Это наши корни, это наша почва, это наши учителя. Ведь мы, собственно говоря, не можем точно сказать, кто есть наши учителя. Это ведь не только те люди, у которых мы непосредственно учились. Это еще и Пушкин, и Чехов, и Достоевский, и театры, в которые мы ходили, и замечательные актеры, и режиссеры. Урмас Отто на пике своей популярности, славы. Его узнают на улице, приглашают на творческие вечера. Сам академик Лихачев пожмет после интервью Урмасу руку. Теперь Урмас Отто и сам звезда. На эту тему у меня был с ним разговор. Наступил момент, когда возникла опасность, которая формулируется простым словом: зазнаваться начал, зазнайство.
ты уже упиваешься. И это выходит непроизвольно, а телевидение это проявляет. Рентген личности телевидения проявляет. Держись. Но немногие догадывались, что за маской блестящего короля интервью на самом деле скрывался очень одинокий и уязвимый человек. Урмас От, простой сельский парень, добился почти невозможного, стал известным и знаменитым. Пришли, наконец, слава, деньги. Что дальше? Пустота. Если долго смотреть в бездну, часто любил цитировать Ницше Урмас, бездна начинает смотреть в тебя. Такой бездной станет для Урмаса Отта телевидение. Тележурналистика – это как наркотик. Она засасывает, и если ты когда-то начал это делать, ты уже не можешь остановиться. Ты будешь это делать до тех пор, пока ты в состоянии что-то делать. Телевидение очень опасная штука, особенно популярный человек. Он же ведь привыкает к своеобразной подпитке энергии окружающих, которые на него смотрят. Вот-вот он пошел. Это легенда о том, что «Ой, меня так утомляет внимание зрителя». Это все игры. А актер, который перестает узнавать на улице, так же, как журналист, очень быстро гаснет. Да, я не мог себе позволить слабость, не мог показаться сомневающимся и неуверенным в себе. Я не имел права разрушать тот миф, который сложился обо мне не без моего молчаливого согласия. На телевидении многое изменится после событий 91-го года. Путч роковым образом отразится на судьбе одного из самых влиятельных в то время руководителей Гостелерадио, Леонида Петровича Кравченко. Его снимут с работы. Звонит мне Урмас из Сталина и говорит: Леонид Петрович, ну, слава богу, наконец-то вас сняли с работы, с должности. Теперь-то у меня появился шанс поговорить с вами, сделать телевизионное знакомство. Да, поздравляю вас. Я говорю, ну, конечно, приезжай. Ничего. Прекрасно. Леонид Петрович, честно говоря, я никогда не думал, что мы встречаемся с вами для того, чтобы сделать передачу именно тут у вас дома, потому что мне так думается, что так много времени для себя и для своей семьи, как в последнее время вы никогда в жизни, наверное, не имели. Да, к сожалению, все парадоксально бывает в жизни. И вот на днях произошла развязка, тяжелая для меня развязка, когда я оказался неудел, распрощался со своим родным телевидением и радио. Я в такой рубашоночке, так сказать, все в домашнем варианте. Вот ему все показалось интересным, и он мне сделал признание. Я знаю, как вам сейчас тяжело. Я приехал вам помочь по-настоящему. Я знаю, что меня в стране, большой стране, ценят, уважают программы. Я очень популярный человек. Вот, и в это критическое время для вас появление моей программы с вами должно вам непременно помочь. Я его обнял, сказал, что ты остаешься настоящим парнем эстонским. 1993 год. Передачи Урмаса выходят 7-й сезон подряд, но уже не вызывают прежнего интереса. Теперь на экране совсем другие медийные лица. Отныне успех программы определяется рейтингом. Появились новые люди, с много молодежи, раскованный, умеющий работать в кадре, бойко, по-своему интересно, никого не хочу обидеть, как Жандарев говорит. Но тем не менее, вот, новая конкуренция, новые условия, Урмас стал чувствовать, что его прессингует. И время, и люди. Время изменилось. Время, другая страна, и у него другая страна. И он стал иностранцем в этой стране. Изменилось время, изменились люди, изменились потребности в людях. Выйдя через двери телецентра на улицу, я вдруг почему-то почувствовал, что был в этом доме в последний раз. Я посмотрел на часы, они показывали 15:07. Был день 17 мая 1993 года. Программа «Телевизионное знакомство» больше не появится в эфирной сетке. Урмасу 36. Он возвращается домой, в Таллин. В глубине души он чувствует себя королем в изгнании, но виду не подает. На эстонском телевидении он снова получит карт-бланш.
карт-бланш. В переводе с французского это значит «белая карта» или «полная свобода действий». Но даже в его собственной стране свобода для Урмаса будет очень условной. В Эстонии все по-другому. Артист должен быть свой парень. Если там известный, если идет мимо там и не замечает, то что-то как-то... Это, наверное, свойство так или иначе менталитета, что ли. Мы все одна деревенька, одна семья, так сказать, все. И не надо не надо звезд, не надо вот этого, так сказать, как-то высоко поднимать голову. И вот это, мне кажется, очень серьезная была для Урмаса проблема. Эстонские коллеги не захотят признавать за Урмасом статус короля интервью. Европейский шарм, с которым Урмас покорял зрителей в бывшем СССР, в его собственной стране начнет вызывать резкое неприятие и раздражение. Да и сам король начнет раздражаться, срывать свой гнев на бездарных подчиненных. Я слышала, как он сказал про людей, что они ничтожества и неталантливые, и идиоты, и все это. Он говорил, да, конечно, но я думаю, что это мы иногда все делаем. И он был, конечно, самый талантливый. Так что я не могу винить его за это тоже. И все-таки его винили. В том, что ставит себя выше всех, требует заоблачных гонораров, что давно и неизлечимо болен звездной болезнью. Распадется команда, с которой многие годы проработал Урмас Отт. Уйдет помощница Отто Герда Кордемец. Свита перестанет играть короля. Когда ему исполнилось 40, я увидела... Я, правда, не поклонница телевидения. Я увидела его на экране старым, седым человеком. Я была ошеломлена. В чем дело? Я слышала от его коллег, в 35 лет он начал говорить о смерти. В этом возрасте не должны возникать такие мысли, а у него они были. Предчувствия не обманут Урмаса. 1998 год. С этого момента часы его жизни начнут свой стремительный обратный отсчет. Известного ведущего отстраняют от эфира, увольняют с эстонского телевидения. Точнее, Урмас, как всегда, уйдет сам. Напишет заявление по собственному желанию, а на следующий день у него случится инфаркт. За него попытаются вступиться друзья. В одном из интервью Эдуард Томан назовет уход Урмаса с телевидения потерей года. И то, что его так цинично при какой-то маленькой зарплате, которая у него была на государственном телевидении, значит, уволили, по сути. Потом масса, так сказать, оправданий, да нет, да это да он и сам хотел, и так далее, и так далее. И страшно, я думаю, ликовали некоторые, когда он ушел с этого большого экрана. Его тесняли, выдавливали. Кстати, он никогда не жаловался, но я это видела, и я это ощущала. Урмас Отт, звезда эфира, эстонский Ларри Кинг уйдет на кабельное телевидение. Начнет там записывать свои знаменитые интервью. Попробует снова вернуться на государственный канал. Ему не позволят. После этого у Урмаса случится инсульт. У него какие-то изменения произошли там в мимике лица, что-то такое было, и речь. И он решает продолжать. И это значит еще, фантастическая воля какая-то. Урмас с огромным трудом восстановится. Будет заново учиться ходить и говорить. 1999 год. Новая беда. Вечером на набережной на Урмаса Отто будет совершено нападение. Он получит 9 ножевых ранений в шею. Его избили очень круто. Потом пресса писала очень плохие вещи про него. На этот раз коллеги-журналисты доберутся до самого короля интервью и с нескрываемым удовольствием дадут почувствовать, каково это – самому быть подопытным героем. Против Урмаса используют его же собственные приемы, но только гораздо более жесткие.
главная премьера года. Господа, мы с Анной Васильевной проследуем до Иркутска в этом поезде. Я полагаю, вам безопасней покинуть поезд и пробиваться навстречу капелю. Без меня вам будет легче. «Адмирал». Заключительная серия. Я требую, чтобы меня арестовали. С дороги! На каком основании? На том основании, что я жена адмирала. Завтра, после программы «Время». Я думаю, что здесь его и добивали, и убивали, и закидывали камнями, и уничтожали. Урмас начнет вести жизнь затворника. Он и прежде редко кого пускал в свою двухкомнатную квартиру, где все было устроено так, как он любил. Много книг, цветов, пластинок классической музыки. А теперь и вовсе замкнется. Уйдет в себя. 2006 год. Урмас госпитализирован. Диагноз – лейкемия. Он примет решение лечиться, идти до конца. Стоически перенесет несколько курсов химиотерапии. Так как изменился Урмас-Сот в конце жизни, я вообще не видела вот аналогов этому. Он дико изменился. Просто у человека стало другое лицо. А так как он был суперпрофессионален, он согласился вести передачу на радио по-русски. Для телевидения внешность, конечно, совсем уже его не подходила. Но для радио тоже нужен голос. А у него случались эфиры, когда, я так понимаю, это все связано уже с болезнью, но после инсульта вообще с голосом у него пошла проблема. У нас есть уникальная запись того времени. Урмас-Сот выходит на связь во время эфира программы «Рожденные в СССР», чтобы поговорить со своим другом Леонидом Кравченко. По голосу можно почувствовать, насколько Урмасу тяжело. Эта запись сделана за несколько месяцев до его смерти. Потом вы закончите. Хорошо, да. Добрый вечер. Здравствуйте, Урмас, рады вас слышать. Здравствуйте. Вы знаете, я совершенно случайно попал на ваш канал и через случайно рад видеть... Отто? Через годы, через расставание, да, господина Кравченко, Леонид Петрович, дорогой, это Урмас-Сот, если вы такого помните. В рамках приличия так называлась программа, которую Урмас-Сот начнет вести на эстонском радио 4. Редактор Юлия Бали работала с Урмасом до самого последнего дня. Здесь наша маленькая студия. Вот за этим самым столом, на этих самых стульях сидел Урмас-Сот вместе со своими гостями. Здесь у нас стоял микрофон, поэтому у нас всегда была особенная просьба ничего не трогать руками, потому что, естественно, что в процессе беседы он бурно жестикулировал, шуршал какими-то бумажками. В общем, это было очень всегда эмоционально и очень здорово. Там у нас звукорежиссер, они обменивались всегда какой-то системой знаков для того, чтобы дать, скажем, знак звукорежиссеру, пошла отбивка. В любых обстоятельствах, в любых условиях он всегда выходил на работу, именно так он это называл, и даже когда мы предлагали, может быть, в силу каких-то особенных обстоятельств отменить эфир, поставить передачу в повтор или как-то по-другому выкрутиться из ситуации, он говорил: ну что вы, я же профессионал, как я могу не прийти в эфир? Это просто невозможно, Юля, что вы говорите? И он всегда приходил. 2008 год. Впервые за почти 30-летнюю профессиональную деятельность Урмас пропустит сезон. Ему потребуется сложнейшая операция по пересадке костного мозга. В сентябре Урмас ляжет в онкологический центр в Тарту. Он знал, что он уходит. Он говорит: и позвони мне, пожалуйста, завтра утром. Я говорю: утром это в смысле в 2 или в смысле в час? Он говорит, а он всегда вставал очень поздно. И когда ему звонили в час, вот я лично, когда ему звонила в час, он начинал орать, что я его разбудила, и что можно было бы иметь совесть и все-таки понимать, что в такую рань человека не тревожит. И я говорю: так утром это в час или в 2? Он говорит: о, я давно уже просыпаюсь так рано, что мое утро, это может быть даже твое утро, мое утро 7-8 часов. Я так удивлялась, что он 3 часа ночью звонит, что это... Я просто не готова была к этому переговору, но когда он вот звонил, тогда надо было вот говорить так долго, как он не устает. Или как долго он хочет говорить. Ведь. Это было счастье в этом плане, что он звонил, и мы говорили. Он никак, это все говорят, кто последнее время с ним общался, он никак не хотел
заостряться на разговорах о болезни. Он все время говорил, что все будет хорошо, все лучше и лучше. Операция по пересадке костного мозга пройдет успешно. После реабилитации Урмас соберется вернуться на радио. Будет готовиться к эфиру, но... 17 октября 2008 года случится второй инфаркт. Сердце Урмаса не выдержит. Короля эфира не станет. Признаюсь, я плакал. Вот, потому что это явление, в этом уходе для меня это не просто отношение к личности любого, жаль, человека, тем более талантливого. Такую улыбку не подделаешь. Какая бы фактура ни была от Бога, но улыбка такая, ну, это часть души. Да? Вот он так светился, и вот так и светится. Я думаю, что он, наверное, уже здесь достиг своего какого-то совершенства. Но когда я вошла в магазин и у кассы видела вот эти вот дикие стопки газет, пачки, везде вот был этот Урмас. И везде, значит, и он был такой красивый, такой победительный, в таком костюме. У него была такая привычная стойка, засунув руки в карманы. И год рождения, год смерти. И все эстонские, я думаю, а где вы были раньше? Почти все, у кого мы брали интервью для этого фильма, признавались. Их не покидает ощущение, что Урмас рядом. Сидит где-то неподалеку, слушает, что о нем говорят, и улыбается. А может быть, даже смеется. Такого человека в мире надо поискать. Не знаю, есть ли еще такой человек. Я не знаю, я не искала, но думаю, что такого нет. Очень жаль. Вот его любимая чашка, из которой он любил пить кофе. Но кофе должен быть очень крепким. Очень. Таким, чтобы ложка стояла. Я каждый день зажигаю ему свечу. И тогда говорю с ним. Я почему-то думаю, как вам сказать, наверное, я сумасшедшая, что он слышит. Он слышит, что я ему говорю. Ну, конечно, слышит. Уходя, король интервью просил, чтобы о нем не грустили. Чтобы печаль была светла и ни у кого на глазах не было слез. На похоронах Урмаса никого из его друзей не было. Не было и его врагов. Урмас вообще отказался от похорон. Мы приносим извинения Карен Бахман, сестре Урмаса Отто, за эти кадры, снятые скрытой камерой. Есть причина, почему вы не даете интервью? Нет, еще это время не пришло. Когда-нибудь мой русский язык не... Прекрасно. Будет время, когда я буду говорить. Придет время только да, тогда? Да. Как мама себя чувствует? Живет. Сколько ей лет? 77 лет. Огромный ей привет от нас. И пожелание, чтобы все и от меня. И никаких кадров около двери. Это просто старая. Я здесь 2 раза в год. Я не знаю, что дальше будет. Так получилось, что никто не был на похоронах. Да. И вот это была воля Урмаса развеять. Да, да. И это развеяно, да. Это сделано над Балтикой. Да. Вы сами делали с мамой или? Нет, я сама. Tämä tuhastatti. Я Урмас tuhastatti. До свидания. Урмас От завещал развеять свой прах над Балтийским морем. Сестра Карен Бахман выполнила его волю.
Скучный и неинтересный человек Урма-Сот прожил свою жизнь так, словно точно знал. Придет время, и о нем самом начнут снимать фильмы, делать передачи. Талантливый ведущий и шоумен явно намеренно закольцевал начало и финал своей истории, заставив нас самих искать ответы на трудные и мучительные вопросы. Ради чего мы живем? На что готовы ради карьеры и своего успеха? И что останется после того, как мы уйдем? Только пепел? Приходится признать одну вещь, без которой ни одна исповедь не будет полной. В жизни любого человека рано или поздно наступает момент, когда надо говорить правду. Это миг, когда никто при самом большом желании не в силах тебе помочь. И только лишь одному Богу известно, откуда взять силы, чтобы продолжать жить, хотя бы для того, чтобы сказать своему прошлому, что ты от него свободен. Как в стихах лорда Байрона «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай».